Телеканал «Якутия-24» продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Приветствую вас. Смотрите сегодня. Все силы на тушение. По республике продолжается борьба с 17 лесными пожарами. Какова ситуация? Алмазный край в дыму. Как спастись от смога и соблюдать простые меры безопасности при задымленности. Сюжет из Мирного. Готовь сани летом. В Алдане идет активная ремонтная работа по подготовке к зимнему отопительному сезону. Национальный проект «Культура». Какую работу ведут по этой программе в Нирингринском районе? История Якутска в один клик. Столичный школьник создал геохронологическую карту. Как действует эта разработка? Самолет-амфибия БЭ-200 вылетел тушить природный пожар недалеко от села Синск Хангаласского улуса. Забор воды будут вести на фарватере реки Лены выше села Тумул. МЧС предупреждает, что во время забора воды запрещен выезд на лодках на этот участок реки до самого вечера. Напомним, воздушное судно прибыло накануне в Якутию из Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Самолет-амфибия будет работать в труднодоступных и отдаленных территориях, где затруднена переброска наземной группировки. Ну а за прошедшие сутки в Якутии пожарные локализовали 8 лесных пожаров на площади 199 гектаров. Продолжается борьба с 17 лесными пожарами на площади 924 гектара. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Сунтарском и Нюрбинском районах. Там по 4 пожара. В тушении задействовано 790 человек и 71 единица техники. Это работники службы наземной охраны лесов, лесничие, пожарные парашютисты, десантники и спасатели. Кроме того, мобилизовано 277 человек из числа местного населения. Руководство авиалесоохраны отмечает, что угрозы населенным пунктам нет. Данные пожары, которые действуют на территории республики, дым из них идет локально. И, в принципе, большую неудобство нам составляют, конечно, пожары, которые находятся на приграничных территориях. Это Иркутского и Красноярского края. Режим ЧС регионального уровня введен на территории Иркутской области и Красноярского края. Общая площадь возгорания в регионе составляет 1 миллион 603 тысячи гектаров. По количеству очагов возгорания в Иркутской области 137 пожаров, в Красноярском крае 94. На территорию большей части пожаров невозможно доставить тяжелую технику. Дым уже распространился на 20 регионов России. В зоне задымления оказалось порядка 500 населенных пунктов. Как отметили в Рослесхозе, причиной пожаров явились погодные аномалии. Высокая температура, отсутствие осадков, сухие грозы и малый снежный покров в зимний период. Тем временем Алмазный край окутан дымом от горящих лесов. Задымленность приносит ветер от очагов возгораний в Сунтарском и Нюрбинском районах. Как спастись от смога и соблюдать простые меры безопасности при задымленности, расскажет наша коллега в Мирнинском районе Оксана Мезенцева. Уже неделю Алмазный регион в дыму от горящих лесов. По данным районных властей, его приносит ветер от очагов в Сунтарском и Нюрбинском районах. Как сообщают Минэкологии Якутии, на 29 июля в республике тушат 25 лесных пожаров. На это задействовали почти 800 человек. Если в Айхале и Удачном в выходные задымленность не ощущалась, прошли дожди, то жители Мирного буквально задыхались. Конечно, я человек в возрасте, поэтому мне очень тяжело. По ночам дышится тяжело, значит, в доме. И вот я в данный момент иду на дачу, все так полегче там немножко дышать. У меня на работе есть женщина, которая обратилась к врачу еще в первые дни задымленности, ее положили в больницу. И она сейчас лежит в больнице, критическое состояние, кровь очищают и все остальное. Душно, конечно, очень. Пожарников надо побольше иметь. А между тем, существенно облегчить дыхание в такой обстановке может обычная марлевая повязка. Ее можно купить в аптеке или сделать самому. Правда, чтобы от нее был толк, носить ее нужно правильно. Маски помогают на очень короткий срок, буквально на 3-4 часа. Все рекомендуют влажные маски носить. Обезопасить себя от дыма можно и дома. Медики говорят, облегчить состояние помогут самые простые меры. Закрытые окна, обильное питье и влажная уборка в комнатах. Не стоит в такие дни заниматься физической нагрузкой.
Желательно включить либо кондиционер, либо увлажнитель воздуха, если у вас он такой имеется. И максимально не находиться на воздухе, если там повышенная задымленность. В детских садах Айхала на время задымления улиц ограничивали пребывание воспитанников на открытом воздухе. Решение принималось на уровне руководства дошкольной организации «Алмазик». По прогнозам синоптиков, жители Айхала Удачного и Мирного с середины недели ждут дожди. Возможно, осадки снизят число лесных пожаров и уменьшат задымленность. А пока остается лишь применять эти нехитрые способы защиты от дыма. Оксана Мезенцева, Олеся Каширских, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Якутяне собрали 1 915 000 рублей для Иркутской области, которая этим летом пострадала от наводнения. Средства внесли как обычные люди, так и учреждения и общественные организации республики. Сбор идет на добровольной основе и продлится до 15 августа. Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло большое наводнение с человеческими жертвами. В пик паводка максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до 14 метров. При критической отметке 700 сантиметров. Предварительный ущерб оценили в 29 миллиардов рублей. На данный момент в Иркутской области эвакуированы больше 1000 человек. По данным МЧС, всего в зоне бедствия больше 300 жилых домов, где проживают свыше 1000 человек. Мы на позапрошлой неделе дали информацию по всем СМИ и мессенджерам, направили для глав муниципальных образований и всем руководителям. И сейчас уже дело пошло. Я думаю, что когда сейчас будет начисляться заработная плата, они все в курсе, и у нас подвижки пойдут с начала августа. Российский дорожный научно-исследовательский институт разработал проект нового госстандарта для ледовых переправ по зимним автомобильным дорогам. Документом вводятся классы и виды автозимников в зависимости от интенсивности движения, периодичности эксплуатации, расположения на местности. Движение по такой дороге будет разрешено со скоростью до 70 км в час в зависимости от класса и типа автозимника. Новый ГОСТ также предполагает определенные места для ледовой переправы в зависимости от толщины льда, обустройства переправ специальным оборудованием, светофоры, биотуалеты, мусорные баки, передвижные электростанции и освещение. В Ленском районе идут погрузочно-разгрузочные работы для обеспечения летней навигации. Наш коллега Сергей Евсюков посетил базу Ленского отделения управления материально-технического снабжения компании «Алроса» и подробно ознакомился с работой местных специалистов. Большегрузная техника с легкостью поднимает 20- и 40-тонные контейнеры. Причем специальный квад и телескопическая стрела позволяют взять их из любого ряда и с ювелирной точностью разместить в кузове автомобиля. Рядом на соседней площадке работу ведет другой автопогрузчик. Его задача – установка трехтонников и поддонов с оборудованием на машину для отправки на север. Такая универсальная техника позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные работы более эффективно, подменяя деятельность целой группы сотрудников. Хорошая техника заменяет много другой техники. И кран может заменить, и работать как без лопата, но весной оборудование имеется наличие. Техника техникой, но для выполнения отдельных операций без ручной работы не обойтись. Происходит она большей частью при формировании грузов на складе и его дальнейшем размещении в контейнерах. Сотрудники Ленского отделения управления материально-технического снабжения компании «Алроса» занимаются не только погрузкой и разгрузкой различных товарно-материальных ценностей, но и так называемым шифрованием, то есть сортировкой товара по различным наименованиям согласно номенклатуре груза. На центральной базе работу выполняют комплексные бригады. Каждый из специалистов может сознанием дела выполнять несколько функций. В один момент работник, грузчик, стропольщик, в следующий уже машинист спецтехники. Мы выполняем функции стропольщика, водителя погрузчика, машиниста башенного крана. То есть можем и как стропольщики ходить грузить, и тут же на погрузчиках работать. Будь то спецодежда, техника или специальное оборудование, рядом с докерами всегда работают кладовщики. В основном это женщины. Их задача – учет и контроль всех товарно-материальных ценностей при любых операциях. В навигацию мы принимаем груз с баржи, потом шифруем его,
распределяем по предприятиям, затариваем, что надо, что возможно затарить, затариваем и отправляем по направлениям на север. Оборудования и других товаров ленские снабженцы принимают в навигационный период достаточно много. Центральная база основная. Здесь складируется практически весь груз, поступающий в адрес компании «Алроса». От клинкера, россыпью и спецоборудования и до различной техники и ее комплектующих. Наш комплекс переработал 5010 тонн груза. Сюда, значит, входит, как вы видели, значит, технологические запчасти, оборудование, техника, электротехническая продукция, кабельная продукция, противопожарное оборудование, автотракторные запчасти импортные и российского производства. Половина навигации уже позади. На сегодняшний момент предприятием переработано около 55 тысяч тонн различных грузов. Работы идут согласно плану. И снабженцы уверены, что к концу периода выполнят поставленные задачи. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. В Алдане продолжаются ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. Как говорят в теплоэнергосервисе, объемы работ на котельных выполнены на 80%. Подробнее Руслан Павлов. Для теплоэнергосервиса, основного поставщика тепла в Алданском районе, нынешняя ремонтная программа более уравновешенная, чем предыдущая. Еще в процессе ее утверждения работники подразделений и цехов предприятия провели профилактику и ревизию котельного оборудования. На сегодняшний день, значит, по объектам филиала, значит, по источникам генерации мы готовы на 80%, да. Начальник котельной «Центральная» в Алдане Игорь Золотарев также уверен в успешном завершении ремонтных работ к началу отопительного сезона. Сварщики и монтажники без спешки готовят котлы к работе в зимний период. Будет проще, потому что много заменили по комплектующих самих котлов. То есть давно уже не менялись с приходом нынешнего руководства. Значит, все это сдвинулось с места, и большой ремонт этот покажет, что, в принципе, я думаю, что будет лучше. Резерв есть. У нас всегда в резерве один котел. То есть на двух мы работаем, один в резерве. И по всему остальному оборудованию то же самое. В соответствии с графиками меняются теплосети. Новые теплотрассы должны оптимизировать подачу тепла в дома, где были проблемы прошлой зимой. В основном оставшиеся сейчас работы ведем по тепловым сетям. Люди как раз уже заканчиваются уже отпуска. Сейчас выйдут люди. То есть доделаем остатки, так сказать, и тепло запустим в срок. Напомним, что в Алданском районе в этом году на ремонтную и инвестиционную программы теплоэнергосервис направил 160 миллионов рублей. По прогнозам коммунальщиков, отопительный сезон, который стартует 6 сентября, должен пройти эффективнее предыдущего. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Короткая реклама. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части. Национальный проект «Культура». Какую работу ведут по этой программе в Нерюнгринском районе? История Якутска в один клик. Столичный школьник создал геохронологическую карту, как действует разработка. Эти и многие новости через паузу. Это программа «Итоги дня» на Якутии-24. Продолжаем выпуск. Первую сваю нового кардиоцентра в Якутске забьют на следующей неделе. Финансирование строительства второй очереди кардиососудистого центра составит более 4,5 миллиардов рублей. Объект построят на 4-м километре Сергеляхского шоссе. На запланированном участке сейчас идут работы по сносу 3 аварийных домов. Кардиоцентр будет представлять из себя 8-этажное здание на 150 мест, соединенное переходом с консультативно-диагностическим центром. В будущем планируют перенести туда кардиологическое отделение РБ-2. Проект был включен в план социального развития Центров экономического роста Якутии до 2021 года. Это программа, принято решение по выделению 4,5 миллиардов рублей на подкомиссии под председательством полпреда и вице-премьера правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева. Это событие состоялось у нас в марте месяце. В марте месяце было принято решение. Республика добивалась и на протяжении уже 5 лет
предоставления этих средств. И вот, наконец, в этом году планомерный диалог и аргументация привели к радостному для жителей нашей республики результату. Нам были выделены эти средства. Добавим, что под расселение попали 3 жилых дома, в которых проживали 59 семей. Собственникам квартир предоставили компенсацию за изымаемые квартиры, исходя из среднерыночной стоимости жилья по Якутску. Граждане, проживавшие по договорам социального найма, также получили жилые помещения. Якутский школьник создал геохронологическую карту. С ее помощью любой желающий может ознакомиться с историей построек домов в городе. С юным изобретателем встретилась Кристина Якупова. История Якутска в один клик. Именно с такой целью создавалась карта учеником Кванториума Вадимом Кондаковым. Проект с пользой для учащихся студентов и туристов. Вы кликаете, окно выходит, и там старинный вид, то есть фотография, картина его старая. И его описание, то есть что за здание было, что за место было и что там происходило. Целый год Вадим разрабатывал сайт. Уже сегодня там можно найти информацию о более чем 20 объектах. Информация очень тяжело берется, то есть находится, да. Нужно в библиотеки ходить, то есть в места, где есть история, информация о нашем городе. Также спрашиваю у людей, смотрю, то есть их записи. В реализации серьезного проекта Вадиму помогла инновационная школа. Кванториум – это среда для ребят, где они могут заниматься исследовательской, изобретательской и инженерной деятельностью. Образовательная программа в Кванториуме разработана так, чтобы дети занимались модульно. То есть в одном модуле мы даем детям те навыки, которые необходимы в жизни, в социуме в целом. То есть это умение работать в команде, выбрать свою роль в команде, какую-то задачу себе поставить и нести ответственность за эту роль. Планы у Вадима грандиозные – вывести проект на республиканский уровень. Для этого нужно собрать команду, расширить информацию об интересных местах и зданиях. В первую очередь автор проекта хочет принести пользу родному городу и его жителям. И, возможно, в будущем юный разработчик возглавит крупную компанию по созданию геохронологических карт. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Якутск. Какую работу ведут в Нерюнгринском районе в рамках национального проекта «Культура», рассказывает Анастасия Литвиненко. Уже долгое время в Нерюнгринском районе существует и развивается множество организаций, целью которых остается улучшение и укрепление культурного уровня жителей. Сегодня в районе реализуются 3 региональных проекта в рамках нацпроекта «Культура». Министерством культуры Российской Федерации разработан паспорт национального проекта «Культура», включающий в себя федеральные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Ежегодно в рамках реализации проекта «Культурная среда» все учреждения культуры принимают участие в конкурсном отборе. Так, на улучшение и новое оборудование Нерюнгринской детской школы искусств в общей сложности из федерального и муниципального бюджетов было выделено более 6 миллионов рублей. 3 позиции, на которые разделяются эти деньги. 64% делится на музыкальные инструменты, только на музыкальные инструменты. 33% это оборудование, то есть все, что необходимо нам для работы. И 3% это музыкальная литература. Помимо этого, Нерюнгринский район готов в очередной раз подключиться к реализации проекта «Цифровая культура». В детской школе искусств города Нерюнгри уже есть опыт принимать такие трансляции. В 2014-2016 годах это был всероссийский проект «Виртуальный концертный зал», в рамках которого было выделено 950 тысяч рублей. И в рамках 3-го проекта «Творческие люди» учреждение культуры Нерюнгринского района принимает самое активное участие в республиканских проектах «Музыка для всех», «Новые имена Якутии», фестивалях «В ритме танца» и «Розовая чайка». Анастасия Литвиненко, Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. Якутия стала лидером регионом по количеству выпущенных фильмов. С начала этого года в прокат выпустили 4 фильма. Комедию «Агент Мамба», комедийную драму «Надо мной солнце не садится», фильм ужасов «Кюлюк Хомус» и сказку «Бейберикен». Общие сборы этих фильмов составили около 40 миллионов рублей. А фильм «Надо мной солнце не садится» получил множество наград на международных фестивалях и свыше 10 миллионов кассовых сборов.
Якутские кинопроизводители признаются, комедия – самый успешный жанр в коммерческом плане. Так, фильм «Агент Мамба» побил предыдущий рекорд по сборам для якутского кино свыше 15 миллионов рублей. Эта картина на сегодня самая кассовая за всю историю якутского кинематографа. Отметим, что для дальнейшего развития киноиндустрии глава республики Айсен Николаев ежегодно намерен выделять из бюджета не менее 80 миллионов рублей. Зритель, наш народ любит свое кино, вот этим, скорее всего, это все в основном и обусловлено. Конкурировать с западными производителями, во-первых, нам нужно очень серьезно поработать над нашей материально-технической базой, то есть мы должны улучшить качество производства нашего контента. Обязательно нужно уклон сделать на наш постпродакшн, то есть когда вот компьютерная графика, эффекты добавляются в кино. Вот здесь у нас пока что довольно слабая сторона. Если якутское кино вообще в целом своим сюжетом берет многие там фестивали и так далее, но по качеству действительно нам еще нужно поработать. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на Якутии 24, будьте в курсе.